Здравствуйте! В прямом эфире Сибайской студии телевидения программа «Крупным планом». Меня зовут Алина Полянская. Сегодня гость нашей студии – главный врач Сибайского межрайонного противотуберкулезного диспансера Гульнур Ураловна. Здравствуйте! Добрый вечер! Гульнур Ураловна, вот про туберкулез для тех, кто слышал звон, не знает, где он, да? Можно коротко, на языке понятном обывателю рассказать, что это за заболевание, чем грозит нелечение, какие последствия могут быть, и вот просветить нас немного. Туберкулез – это хроническое заболевание. С возбудителем туберкулеза, так называемыми микобактериями туберкулеза, встречаются люди очень часто. Но не каждый человек заболевает, потому что для того, чтобы заболел, необходимы условия, такие как сниженный иммунитет у человека, заболевания, такие как сахарный диабет, язвенная болезнь желудка, наркомания, ВИЧ, инфекция, стрессы, плохое питание, беспорядочный образ жизни и так далее. И только тогда человек может заболеть. Но по статистике заболевают где-то 5% только людей, которые имеют контакт. Такой непостоянный контакт с больным с туберкулезом. Туберкулез поражает в основном органы дыхания. Это 95%. А остальные 5% приходятся на внелегочный туберкулез. Может быть туберкулез любого органа. Глаз, может быть кишечника, брыжейки, то есть костей, лимфоузлов. Очень часто встречающиеся заболевания внелегочного туберкулеза, почек, то есть любых, только пока неизвестен туберкулез волос и ногтей. А все остальное, к сожалению, встречается. Вот такая коварная инфекция. Как протекает она? Вот в том-то и дело, что очень коварная инфекция, потому что первые признаки туберкулеза невозможно уловить. Человек очень долго не чувствует, что он заразился и уже заболел туберкулезом, очень долго. И первыми признаками, по которым можно предположить, это является кашель, это утомляемость, ночная потливость, особенно плохой аппетит, снижение веса, массы тела. То есть, вот если хорошо посмотреть, то это могут быть симптомы и других каких-то заболеваний. Поэтому очень часто, усталость. Да, любую усталость. Нельзя думать, что это туберкулез именно. Но это признаки именно, тем не менее, туберкулеза. А когда вот такие признаки уже наступают, когда там человек вялый, сонливый, нет аппетита, кашель, это уже какая-то там первая или вторая стадия, или это на ранних стадиях уже так? Стадиями назвать невозможно, фазы бывают заболевания, но это начальные фазы, может быть, так протекать. Но сложно сказать, для этого необходимо хорошее обследование, полноценное. Но для этого и есть необходимость взрослым людям с 17 лет, даже с 15 мы сейчас это проводим, флюорография 1 раз в год обязательно. И детскому населению с годика с 12 месяцев и до 17 лет туберкулинодиагностика для того, чтобы выявить туберкулез. Потому что невозможно, если уже появляется кровохарканье и уже совсем человек ложится с высокой температурой, а так субфибрильная температура 37,2, 3, 37, такие по вечерам бывают подъемы до субфибрильных цифр. То есть на который человек иногда и не обращает никакого внимания. Поэтому хочу сказать, что самое главное, конечно, это профилактика и беспокоиться о своем здоровье, чтобы такие ощущения все-таки должны насторожить любого человека. То есть на флюорографию ходить не из-под палки, да, потому что тебе кто-то там напомнил. Да. Но это так же, как посещение стоматолога, да, женщинам, гинеколога, также и флюорографию раз в год. Это для самого человека. А если думать все-таки о своих близких, о родственниках, о детях своих, то это не только из-под палки, да, а нужно же быть здоровым, чтобы не заразить. Это все-таки не забывать надо, что это инфекционное заболевание. Да. И мы имеем ответственность перед своими близкими, чтобы не заразить. Более стабилизировалась обстановка по показателям, по эпидемиологическим, а смертность уменьшилась. Если у нас в 2014 году была смертность больше 21 на 1000,
то вот за 2014 год, за 2015 год 7,8. Показатели по республике в целом 7,4 на 100 тысяч. То есть хочу сказать, что роста не наблюдается. Роста такового не наблюдается. Но ведь вот смотрите, вы говорите, больше 40% на 100 тысяч, да, населения не растет этот уровень. Но он же, получается, и не снижается особенно, хотя прилагаются довольно большие просветительские, да, усилия, профилактические. Ну, конечно, да. В связи с чем, как вы считаете? Если, вы знаете, для нас важны даже вот такие маленькие, если было, допустим, в 2015 году 40,9, 40,4 было, а вот сейчас 39,4, то все-таки идет какое-то снижение, хочу сказать. Но небольшое совсем, но по крайней мере есть тенденция, надо сказать, к снижению. О снижении говорить, я думаю, еще, наверное, о ликвидации туберкулеза вообще еще очень рано, наверное, я так думаю. А вообще, в принципе, вот в гипотетическом плане такое возможно, чтобы вообще человечество забыло о такой болезни, как туберкулез? Ну, Всемирная организация здравоохранения считает, что к 2035 году у нас показатель должен быть не больше 10 заболеваемости. Это вот в лучшие советские времена были такие наши показатели по туберкулезу. А почему? На сегодня, но это вот 10 на 100 тысяч. Это терпимый показатель. Нет, вот почему в Советском Союзе, да, был такой низкий показатель, а сейчас? Потому что там была очень стройная система здравоохранения, была лучшая в мире система здравоохранения. Диспансеризация проходила обязательная, да. И вот эти вот скрининговые тесты проходили все, и на работе. Но мне кажется, что люди были более ответственные, мне кажется, за свое здоровье. Ну и занятых было много. Все-таки на рабочем месте, ну как это, все проходят флюорографию, а ты не пройдешь. Тут уже, по-моему, это невозможно. Или всем делают МАНТО, а как же моему ребенку? Или в роддоме БЦЖ положено на 3-5 сутки сделать ребенку, но это не оспаривалось, потому что это было правильно. Гульнара Ураловна, вы сейчас такую очень интересную тему затронули, как раз о прививках. Вот хотелось бы от вас услышать разъяснение. Во-первых, да, для тех, кто до сих пор путается, МАНТО, что это? Надо ли его бояться? Можно ли отказаться? Следует ли отказываться? Или вот надо просто себе поставить, я не знаю, галочку такую четкую, что делать обязательно. И прививка БЦЖ. В последнее время очень многие мамы, родители отказываются от этой прививки в роддоме. Ну и потом впоследствии, да, от гриппа уже поголовно начинают отказываться родители, писать отказ в учебных и в дошкольных учреждениях, чтобы не делали прививку от гриппа, но от гепатита, прививка БЦЖ, они были такими вот, ну, как бы фундаментальными, да, никогда не приходило в голову никому отказ. Но сейчас это становится повсеместной практикой. Поговорим о прививках. Конечно, по федеральному закону 323-му, да, охрана здоровья граждан, да, Российской Федерации, пациент имеет, конечно, очень много прав. Но мне кажется, что иногда граждане не совсем правильно это понимают. Ведь прививка БЦЖ существует давно, и она спасла много жизней. Эпидемии удалось победить. Поэтому я считаю, что надо просто таким родителям все-таки, ну, как бы объяснять понятным образом, что прививка обязательна. Конечно, честно мы говорим, что она не спасет совсем от туберкулеза, потому что это все-таки инфекция, и прививка, и сама туберкулезная палочка. Щит она, да, не ставит, да? Да, конечно, инфекции. Такой щит стопроцентный нет. Но, вы понимаете, она спасает от смертельных форм туберкулеза, от менингита, от чего дети умирают. Именно от туберкулезного менингита умирают детишки. И вот была вот в России, ну, стало меньше умирать от менингита, все-таки сейчас начали возвращаться опять меньше отказов от прививки, хочу сказать, но тем не менее, например, уже, ну, мы знаем, что в 2015 году умер ребенок от тубменингита,
маленький до года ребенок, то есть был без прививки. Еще раз повторюсь, что с туберкулезной инфекцией мы встречаемся очень часто. Малыши наши, они абсолютно не застрахованы, только прививка БЦЖ их защитит. Они не застрахованы от встречи с больными туберкулезом людьми, которые ходят и не защищают наших детей, кашляют и плюют. Вот это, к сожалению, есть. Поэтому я бы просто просила мамочек, чтобы они не отказывались от этой прививки. Очень серьезно подошли к этому вопросу. Надо серьезно подойти к этому вопросу и подумать о будущем ребенка. Ну и, насколько я понимаю, совсем уж глупо отказываться от вот этой вот процедуры, как реакция Манту. Конечно, это проба, это не прививка. И она больше 100 лет, с тех пор, как вообще открыта была палочка Коха, Робертом Кохом. И много выявлено активного туберкулеза у детей. Потом она не только для того, чтобы выявлять раннее выявление туберкулеза, но для того, чтобы делать ревакцинацию. Применялась всегда и сейчас применяется. Считается, что если раньше делали прививку в роддоме и 2 ревакцинации потом, было время на заре, наверное, советской власти, это после 40-х, послевоенное время, что до 30-летнего возраста ставили прививку БЦЖ. И считалось, что это очень правильно. Может быть, и это как-то помогало, снижалось заболевание и доходило до таких показателей. Поэтому Манту – это только проба, от нее не надо отказываться. Но просто сейчас многие уже родители знают, что у нас есть новый препарат для иммунологической реакции, для выявления инфицирования. Это выявляет, инфицированный ребенок или нет. Нужно ли его глубоко обследовать дальше или не надо. Это обычная, допустим, реакция, туберкулезная диагностика допустим, на БЦЖ прививочку, что действительно полноценная была прививка. А есть сейчас Диаскин-тест. Новый, это разработан у нас в России, препарат этот, для того, чтобы диагностировать туберкулез у детей и подростков. И хочу сказать, что если по реакции Манту, она имеет и параспецифическую реакцию, то есть не только отвечает на туб-инфицированность, но и, допустим, на аллергический фон ребенка, возможно, там глисты, еще что-то, то есть может дать положительную пробу. То есть не обязательно, если у вас увеличилось, да, это место укола, сразу боятся, что все туберкулез. Да, что туберкулез. Нет, конечно. Рано паниковать. Рано еще паниковать, но тем не менее надо насторожиться и все-таки довести дело до конца. То есть мы делаем Диаскин-тест, если надо, рентгенографию органов грудной клетки, потому что 95% это туберкулез органов дыхания. У детей проверяем лимфоузлы, у них лимфоузлы тоже могут реагировать, быть туберкулез внелегочный. Ну и с Богом отпускаем. А если что-то все-таки есть, то, конечно, мы или сами назначаем превентивное лечение. Вот у нас в условиях детского отделения, если дети дошкольники. Или отправляем в республиканский противотуберкулезный диспансер в Уфу для дальнейшего дообследования, и если необходимо, то и лечение. А если уже диагноз мы ставим точно туберкулез ребенку, то, конечно, мы сразу отправляем в республиканский противотуберкулезный диспансер в детское отделение. Там они получают весь основной курс лечения. За последний год много таких случаев было? К сожалению, есть. Да, уже в этом году есть подросток. В прошлом году детей не было, то уже был подросток один в прошлом году. Сейчас очень активно, муссируется тема мигрантов, которые там оккупируют Европу, да. Здесь, в нашей стране, тоже очень много мигрантов. И часто говорят о мигрантах, болеющих и переносящих туберкулез. Есть ли риск заразиться во время поездки в общественных местах, если кто-то чихает и кашляет, и как уберечься? Если о мигрантах, то хочу сказать, что когда они приезжают, то должны обязательно пройти медосмотр, прежде чем получить вид на жительство, и прочие документы. И обязательно флюорография
и консультация врача-фтизиатра, то есть врача нашего диспансера. Если обнаруживается туберкулез, то он депортируется назад. Пока не вылечится, он больше не приедет. Но если же он приехал и был здоров, или наоборот, приехал очень, бывает острое течение туберкулеза, неотложное состояние, то, конечно, он лечится в республиканском диспансере, и потом, как только у него состояние позволяет, он возвращается, опять депортируется в свою страну. Ну, поэтому мигрантов можно не бояться. А вот в транспорте ехать, то тут есть, конечно, опасность, если рядом будет человек кашляющий, не соблюдающий простые меры, культурные, гигиенические, да. Больной туберкулезом должен обязательно прикрывать рот при кашле. Мне кажется, любой должен это делать. Ну, любой, да. Конечно, любой. Но больной тем более. Он должен понимать, что он может заразить детишек безвинных, да? Поэтому он должен прикрывать. У них есть еще плевашки, так называемые, плевательницы, баночки, закрывающиеся крышечками. Вот он должен сплевывать туда мокроту. Поэтому мой совет только то, что вести здоровый образ жизни, иметь хороший иммунитет, да, и соблюдать все гигиенические мероприятия. С улицы пришел, сразу руки мыть с мылом, потому что за поручни везде держишься так же, как все. Снять одежду, да? Ну, конечно, верхнюю одежду, да, чтобы в верхней одежде, там, на кухню, туда-сюда, так ведь? Нет, ну верхняя одежда, понятно, куртка, но вот мы в джинсах ходим, да, в джинсах же ездим и дома потом. Ну, конечно, рекомендуется, конечно, в домашнюю одежду переодеваться. Ну и не забывать про, особенно если ты ехал с кем-то, кто кашлял, и ты подумал, что а вдруг это туберкулез. Чистота – залог здоровья. Опять возвращаемся к этому уже давно. Простым истинам возвращаемся. Ну, к нам поступают вопросы. Я в 2013-2014 году лежала в тубдиспансере с плевритом. Откачивали воду. Насколько опасна эта болезнь? Мне 15 раз делали рентген. Расскажите. Такой вот интересный вопрос. Ну, вот вы знаете, очень трудно сейчас комментировать вот такую записку, потому что плеврит встречается при многих заболеваниях. Он не является именно туберкулезным этиологией. Ну, говорит, лежал в тубдиспансере. Ну, похоже, что все-таки было больше подозрений. Возможно, что-то было и в легких. Возможно, в анамнезе был туберкулез. Просто я не знаю вот эту девушку или женщину, да, что не могу сказать. Вот. Но откачивали, помогали. Это действительно один из схем лечения, что надо откачивать действительно. Поэтому пункцию делаем плевральную и помогаем наши препараты. Если она на наших препаратах вылечилась, то, возможно, все-таки это была наша этиология. Этиология, то есть причиной была туберкулезная палочка, хочу сказать. А то, что вам сделали, я так поняла, больше она все-таки говорит о том, что ей делали рентгеновские снимки. Если вылечились, да, то те нагрузки, которые дает наш аппарат, да, ничего страшного. Просто заболевание было страшнее, само заболевание. Оно было опаснее. Если взвешивать, что лучше, конечно, мы же должны были контролировать, идет ли, или должны были перевести в другую больницу просто, чтобы продолжали лечение в другой больнице. Ну, вот еще один вопрос. Насколько я знаю, противотуберкулезные диспансеры должны находиться за чертой города. Как объяснить соседство с роддомом противотуберкулезного диспансера? Этот вопрос волнует постоянно народ, это понятно, но я всегда говорю, что построили диспансер в 80-м году, в 81-м заехали, в то время он был на окраине, так и планировалось. Но город рос. Хочу сказать, опасности нет у нас, во-первых, зеленая зона хорошая, во-вторых, у нас высокие заборы, высокие. И в-третьих, значит, пожалуйста, не заходите без надобности на нашу территорию. У нас частенько бывает молодежь, приходят, прогулки устраивают, вот зеленая зона, им нравится, посиделки. Вот этого делать не надо. Или мамочки приходят с колясочками, иногда тоже ходят вокруг по территории. Вот. А сейчас в наше время, конечно, наверное, было бы лучше, если бы где-то... Вообще санитарная зона у нас позволяет иметь диспансер вот на этом месте, где стоит. То есть все правила соблюдены? По санитарным правилам, да. Поэтому... А там ближе уже ничего не построить, мне кажется. Я думаю, что не стоит волноваться никому.
лишний раз просто не заходить. Если уже вопрос такой стоит, я просто хочу сказать, что при кашле, при чихании от больного микобактерии распространяются вместе с капельками мокроты на 1,5–2 метра. Поэтому волноваться, что до роддома долетят наши от кашля, надо сказать, наших пациентов, я думаю, не стоит просто. До роддома просто это точно не долетят просто. А намного раньше вот они эти упадут. Бактерии, микобактерии, как вы говорите, они при каких температурах выживают? Ой, вы знаете, при 70 градусах они 70 минут могут... Плюс или минус? При плюс, вот как там. А в минусовую? Вот. А в минусовую тоже живут долго. Поэтому, к сожалению, они очень живучие. Почему вот человечество не может их... И мало того, они мутируют. Вот каждый больной, который не хочет лечиться, он в себе выращивает мутированные микобактерии. Вот он придет, немножко полечится и уйдет. Вот есть у нас такие бегуны. Месяц или 2 полечится, но у нас заболевание идет, наступает или как там, развивается очень долго. С момента заражения до развития самого заболевания проходит даже, может быть, не 1 месяц. И также и выздоравливает очень долго. Чем раньше выявлен, тем быстрее он выздоравливает. Если он выявлен вовремя, то достаточно 6–8 месяцев, чтобы человек выздоровел, пошел на работу. Даже раньше иногда. А если же он обратился или выявлен уже в запущенной стадии, тут уже 2 года точно надо лечиться как следует, чтобы выздороветь. Но надо лечиться правильно, не отрываться. Если же вот мало того, что запущенный туберкулез, и он отрывается бесконечно от лечения, вот есть у нас такие, разрешите съездить домой, там, помыться, например, да? На 2 дня его отпускают, а его 10 дней нет. А иногда и месяц нет. Пропустил месяц, это все, считай, надо снова схему лечения начинать заново. А за это время оставшиеся микобактерии, которые не успели, они расцветают. Да, они начинают уже, они мутируют, они начинают приспосабливаться. Поэтому вот это очень сложно, это не надо играть с микобактериями. Если ты заболел, то надо уж лечиться от и до, от начала до конца. Вот человек, допустим, такой идеальный вариант, да, он там пошел на флюорографию, там что-то выявили, подтвердилось, он пролечился, потом есть какой-то патронат, за ним какое-то наблюдение ведется в течение какого-то времени после выздоровления, после того, как диагноз здоров поставлен? Конечно. Обязательно ведется. Он наблюдается, учет какой-то? Да, он сначала наблюдается по активной группе. Первая группа у нас активного туберкулеза. Первая АБ подразделяется. То есть есть и не выделяющие микобактерии, больные туберкулезом, нашими методами. Вот, но тем не менее, по всем признакам туберкулеза мы, конечно, лечение назначаем, но хочу сказать, что потом они выздоравливают, переходят в 3-ю группу. То есть это как бы контрольная группа, мы только за ними наблюдаем и противорецидивное лечение 2 раза в год назначаем, уже не такими длинными курсами. И человек в конце концов потом забывает дорогу к нам. 1–2 года он все-таки должен еще понаблюдаться. Раньше дольше, по 7-й группе наблюдались наши больные, и все оставались у нас в диспансере. Сейчас 7-я группа, флюороположительные, то есть остаточные явления остаются, особенно у тех, кто поздновато обратился за помощью медицинской к нам именно, и лечился не очень добросовестно, так скажем, то иногда бывают большие остаточные изменения. Он, конечно, постоянно уже чуть что-то не так, он, конечно, приходит. Тоже мы их официально не держим на учете, но мы их помним и оказываем помощь, конечно. Это уже на случай, чтобы не было ни рецидивов, ни повторений, ни обострений заболеваний. Ну да, столько сил и средств вложено в выздоровление, конечно, поэтому, конечно, хотелось бы сохранить результат. Но вот время бежит так быстро, Гульнур Ураловна, время нашего прямого эфира пробежало незаметно. Да. Буквально пару слов, обращение, может быть, какое-то есть у вас для сибайцев. Да, быстро действительно пробежало время. Но я просто хочу сказать, что сегодня не зря я присутствую у вас. 24 марта, Всемирный день борьбы с туберкулезом. Хотелось бы, чтобы горожане все-таки тоже почувствовали, что это тема очень серьезная, глобальная. Это Всемирная организация здравоохранения. И касается практически это всех людей, туберкулез.
потому что это инфекционное заболевание. Поэтому хотелось бы, чтобы люди все-таки обращали внимание на свое здоровье, берегли его, обследовались, при первых признаках вовремя обращались. Бывает, через полгода приходят, вот там летом мне что-то было плохо, но я думал, что потому что пью водку, там похмельный синдром, да, бывает, что от этого, а оказывается, у меня туберкулез. Вот я вас очень прошу не забывать о такой коварной болезни, как туберкулез. Берегите себя, своих близких. Это мое пожелание. Спасибо большое за интересную беседу. Напоминаю, что у нас в гостях сегодня был главный врач Сибайского межрайонного противотуберкулезного диспансера Гульнур Ураловна. Спасибо еще раз. Ну а к нашим телезрителям я обращаюсь с единственной просьбой, такой же, как и у нашего гостя. Берегите себя и своих близких. Встретимся в этой же самой студии ровно через неделю. Всего доброго. До свидания.